С исторической точки зрения, как бы мы всегда стремимся к тому, чтобы справедливость восторжествовала, пусть даже и много лет спустя. Недаром есть поговорка, что лучше позже, чем никогда. С политической точки зрения это больше аванс. Аванс в сторону крымско-татарского народа. Признание со стороны Украины, что не все, что можно было для него сделать, было сделано за предыдущие 25 лет. Так, может, не аванс, а какое-то возвращение долга какого-то? Но полное возвращение долга, конечно, пока откладывается. Надо понимать, что полное возвращение долга – это реализация крымскими татарами права на самоопределение в границах Украины. Вот тогда можно будет сказать, что все долги выплачены. Ну, даже и тогда не все долги выплачены, потому что добиться от России реституции имущества, утраченного в ходе депортации, добиться компенсации потерь хотя бы родственникам тех, кто непосредственно умер во время депортации. Ну, я не знаю. Вот это было бы полное возвращение долгов. Так, на это рассчитывать, скорее всего, не приходится, потому что Россия не Германия. И свои собственные ошибки она не признает, и трибунал над Россией в ближайшие 5 лет пока не видно. Поэтому мы говорим лишь о неком символическом авансе со стороны Украины в сторону крымских татар, о признании того, что с ними поступили несправедливо, пусть не от имени всего Советского Союза, но от имени Украины, и обещание, что эта ситуация, во-первых, будет, что можно исправить, будет исправлено, во-вторых, что это никогда не повторится вновь. Тут еще надо подождать, пока будут возвращены хотя бы существующим топонимам в Крыму их прежние крымско-татарские названия. Потому что этот процесс только начался, он очень далек от завершения. Вот это путь. Вот на этом пути признание Украины это скорее аванс, чем выплата всех долгов.